29 января 1944 года Берия подписывает инструкцию о порядке выселения чеченцев и ингушей. Практически это уже успешно опробовано на русском населении в годы коллективизации, то есть опыт уже есть. В преамбуле конструкции говорится, что выселению подлежат все жители республики, чеченцы и ингуши по национальности, включая детей. Выселяют всех, включая партийных, советских и хозяйственных работников. Русские женщины, состоящие в браке с чеченцами и ингушами, выселяются, если не проявляют желания расторгнуть брак. Участковые совместно с приданными силами должны оцепить аулы, организовать засады в ущельях и на тропах. В операции задействованы 100 тысяч солдат, 19 тысяч офицеров. В разгар войны на эту акцию отпущено 150 миллионов рублей. Это стоимость 700 танков Т-34. 31 января 1944 года принято постановление Государственного комитета обороны СССР за номером 5073, совершенно секретно, о мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР. В постановлении не говорится ни слова о том, что переселяться будут чеченцы и ингуши. Операция получает название «Чечевица». За несколько дней под видом учений на территорию Чечено-Ингушетии введена танковая армия. Операция облегчается тем, что мужское население находится в рядах Красной армии и партизанских отрядах. 20 февраля в Грозный прибывает Берия для личного руководства операцией. В 2 часа ночи 23 февраля 1944 года оцеплены все населенные пункты. Всех поднимают с постели, гонят на улицы. Людям объявляют, что они все изменники и выселяются в Казахстан и Киргизию. На сборы 20 минут. Многие солдаты из войсковых частей понимают настоящую суть происходящего. Как могут, успокаивают, помогают людям собирать вещи. Части НКВД зверствуют. Белорусская деревня Хатынь, сожженная вместе с жителями, навсегда стала символом нацистского зверства. В одном списке преступлений против человечности рядом с Хатынью должно стоять чеченское селение Хайбах. Когда после массового выселения выясняется, что жители некоторых горных сел остались на родине, органами НКВД проводится серия карательных акций. Жителям селения Хайбах объявляют, что больные и престарелые должны остаться на месте в ожидании транспортировки. Женщины с детьми, беременные, больные и старики отделяются от общей колонны. Их загоняют в конюшню колхоза имени Берии. Конюшню обкладывают соломой. Кто-то из военных пытается воспрепятствовать злодейству, у них отбирают оружие. Руководит акцией комиссар госбезопасности 3-го ранга Гвишани. Солому поджигают. Под напором обезумевших, пылающих людей падают ворота конюшни. Гвишани командует огонь. Вырывающихся людей расстреливают. То же самое происходит в ингушских селах. До Чечни и Ингушетии массовое выселение происходит в Карачаево-Черкесии и Калмыкии. Потом вывозят балкарцев. Из Крыма следует выселение татар, болгар, армян, греков. Исполнители указанных спецопераций представлены к высшим боевым наградам.